Это не зоопарк, а предполагаемое место преступления. Эти кадры сняты Национальной службой безопасности Армении в доме бывшего генерала, арестованного по подозрению в хищениях и незаконном хранении оружия. Видео показывает военный арсенал и обширную коллекцию автомобилей. Кроме того, следователи обнаружили посылки армянским солдатам, отправленные во время военных столкновений с Азербайджаном в 2016 году. Десятки детских садов, школ и организаций отправляли солдатам сгущенку, макароны, томатную пасту, тушенку и овощи. Попали сюда даже предметы гигиены и туалетная бумага. Учителя и ученики этой школы были среди тех, кто отправлял эти посылки. Результаты обыска, показанные на государственном телевидении, стали для них шоком. Я смотрела это видео и заметила свое письмо и письма моих одноклассников. Я поняла, что эти письма не дошли до адресатов. Меня это расстроило. А это бывший генерал, которого обвиняют во всех этих хищениях. Манвел Григорян, известный ветеран Нагорно-Карабахского конфликта, разгоревшегося между Арменией и Азербайджаном в начале 90-х. Одно время он занимал пост замминистра обороны, а сейчас он депутат парламента от республиканской партии. Месяц назад эта партия потеряла власть в результате многодневных уличных протестов. Лидер протестов Никол Пашинян стал премьер-министром. Борьба с коррупцией будет бескомпромиссной. Мы заявили, что коррупция в Армянской республике будет искоренена. И пусть никто не сомневается, мы достигнем этой цели самыми решительными и действенными мерами. 19 июня парламент Армении проголосовал за лишение Григоряна депутатской неприкосновенности. Депутаты от республиканской партии тоже голосовали за, однако их лидер призывал не делать поспешных выводов. Учитывая презумпцию невиновности, республиканская партия не должна препятствовать следствию и соглашается с открытием уголовного дела и лишением депутатской неприкосновенности. Кадры обыска произвели сильное впечатление на зрителей. Григорян настаивает на своей невиновности, однако многие коллеги по партии дистанцировались от него после демонстрации этого видео. Эти кадры стали мощным оружием в борьбе нового правительства с коррупцией в Армении.